Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: ни о чем не думай, просто слушай. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику, кто вы, кто пришел на расклад. Здесь показывают человека, который привык к какой-то стабильности и соблюдает эту стабильность, стоит двумя ногами на земле, не летает где-то в облаках, о чем-то конкретном думает. Практичный человек. Но сейчас может быть то состояние, когда или временные трудности, или вот какие-то сомнения могут быть в деньгах. Нестабильное состояние внутреннее. Хотя вы привыкли к какой-то стабильности. Вы человек, который наперед все продумывает, планирует. Человек как планировочный лист, блокнот. И все держите в своей голове. Старайтесь не упустить каких-то важных моментов, касаемых заработков, денег. О деньгах здесь мысли. Вы сейчас или меняете профессию, или же подумываете о чем-то новом, о каких-то новых проектах деятельности. Также вы можете быть не уверены в том, где вы сейчас работаете, что это продлится долго или будет стабильно навечно. Вы ищете именно какую-то альтернативу или как запасной какой-то вариант, запасной аэродром, подушка безопасности. Вы любите все, чтобы было так, как хочется вам, чтобы было у вас все. Старайтесь, стремитесь к этому. А кто этого не любит? Старайтесь именно обезопасить себя от чего-то, от каких-то неприятностей. Здесь человек, который может иметь какие-то запасы на черный день, например, на всякий случай. Или вы когда что-то покупаете, вы можете вот на всякий случай возьму еще. Вы человек очень позитивный, наполненный, одухотворенный. Здесь не только о материальном. Вы стараетесь думать обо всем и сразу, одновременно. Может быть принято вами какое-то такое решительное действие. Отсечение, может быть, кого-то или чего-то из своей жизни. Вы не хотите, чтобы нарушали какие-то ваши границы. Вы сейчас можете отстаивать свои границы, высказывать. У кого-то здесь может быть раздражительное вообще на сегодняшний день состояние. Не трогайте меня и все. Просто не трогайте, дайте мне побыть в одиночестве. Хотя, в принципе, вы человек, который не хочет никаких конфликтных ситуаций. Вы стараетесь избегать именно тем, что, побыв в одиночестве, переработав это внутри себя, потом вы выходите в люди. Вот как-то так. Вам нужно иногда время побыть наедине с собой. Даже находясь дома, вы можете уходить в свою комнату, просто сидеть, переваривать, успокаиваться. Не любите вы большое общество, скопление людей. Старайтесь вот как-то тоже уединяться. Потому что вы чувствуете, как будто бы забирают вашу какую-то энергию, высасывают энергию. Можете быть на сегодняшний день активны к своей цели. То есть активничаете, что-то уже делаете, предпринимаете. Здесь кто-то может заниматься несколькими деятельностями одновременно. Несколько работ. Работать там и там. Одна главная работа и еще дополнительно, как подзаработок, дополнение. Вы, кстати, стремитесь к настоящим идеальным, я бы сказала, чувствам. О каких чувствах мечтаете, такие чувства в вашей жизни и будут. С мужчиной. С нынешним мужчиной, или вот с будущим. То, о чем вы мечтаете. Порядок, работа, стабильная работа у вас будет одна. У вас не будет здесь 10, одна. Вы работаете. И на вас работают. Самозанятые, своя фирма. Здесь будут люди. Люди с вами. Здесь есть дети, семья. За стабильные отношения. Такая вы. Твердолобая очень. Вас очень сложно переубедить. Вот если вы на что-то решились, однозначно не просто так. У вас есть какие-то доказательства к этому, аргументы, факты. Вы знаете, куда вы идете. Вы не пойдете во что-то нарисованное. Вы пойдете
туда, где все четко уже знаете, понимаете, разбираетесь. Вот есть такое ухудшение самочувствия или обида, что-то вот у вас не получается, вы хотите сделать, но у вас не получается. Вы стараетесь искать, кстати, какие-то выходы, решения. Это может касаться денег, финансов. Вы пробуете все. Вы человек такой, который не боится заморать руки в том плане, что да, тяжелая работа, грязная работа, и вам не важно. Вам самое важное, главное, соблюдать вот какое-то именно состояние баланса денег, финансов, чтобы не ниже, не ниже. Если вы стали меньше зарабатывать, вы, соответственно, включается у вас как бы зарабатывать дополнительно еще или больше. Уже на сегодняшний день вы можете об этом и думать. Человек такой, в принципе, открытый. Вы не закрываетесь. Вы закрываетесь только тогда, когда вы чувствуете или депрессивное состояние, да, или переживаете о чем-то, вот вы закрываетесь, перевариваете, душевный, спокойный, веселый. Здесь, кстати, очень хорошее по Солнцу чувство юмора у вас. Прагматик. Аккуратничайте со всеми, с людьми. Старайтесь вот именно подпускать проверенных людей. Проверенных временем. Даже в людях здесь вот есть такая практичность. В друзьях, в отношениях. Если с вами резонирует энергия, продолжаем смотреть дальше. Что вам скажут карты? Здесь гарантирован широкомасштабный успех. В этом предложении все прозвучало вот именно так. Вам гарантирован широкомасштабный успех. Под словом «широкомасштабный» здесь можно говорить о чем-то большое производство, логистика, крупная фирма, деятельность, которая из маленькой превращается в очень большую, крупное предприятие, блогер, знаменитый блогер. Какая-то индустрия может быть связанная тоже с популярностью, знаменитое имя, знаменитый бренд, фирма. Вас узнают по логотипу, по фирме, имеет место быть. Но здесь нельзя перегибать палку, именно вопрос здесь о жадности. Всех денег не заработаешь. Нужно идти к этому постепенно, понемножечку. Вы схватились, но делайте это все по порядку. Здесь имеет место быть и дисциплине, и вообще какому-то скоординированному пути, когда вы идете, и вы не видите ничего по краям. Целенаправленность, целеустремленность. Начинайте что-то на самом деле с малого, и придет успех. Старайтесь на самом деле выбирать то, что вас вовлекает в это, вы любите это. Здесь может речь идти и об искусстве, здесь может о чем угодно, да, но здесь именно, можно так сказать, расширяется моя ферма, плантация и так далее. Кто-то может заниматься перевозками, продажами в крупных объемах, не 10 килограмм, 10 тонн. Возможностей много. Выбора у вас много. Для этого есть все на сегодняшний день, чтобы этим воспользоваться или это превратить в свою, на самом деле, любимую деятельность. И вы же в этом очень хорошо умеете разбираться, вы в этом понимаете. Мне не нравится одно здесь карта дьявол. Это то, когда человек увидел большие деньги, загорелся и побежал туда, где короче путь к чему-то большому, большим деньгам, большому производству или чего-то сразу же. Нет. Да, и мы данную карту, как мы всегда и делаем, перевернем, чтобы ваш путь был без этого дьявола. Потому что у вас здесь, да, все неплохо, вот кроме этого дьявола. И дьявол вот как будто бы будет мешать. Мы его перевернули, убрали в сторону, дабы вы могли сосредоточенно идти и не иметь отвлечения в сторону, чтобы не было тех или того, да, кто вас отвлекает или заманивает куда-то. Здесь вот могут на самом деле пообещать сказку или пообещать что-то, что можно сделать быстрее, короче, легче, или в принципе, да, пообещать какой-то ложный путь, который заведет в дебри. Здесь только может быть красивая обертка. Вам нужно будет действовать быстро, прагматично. И здесь, кстати, разговор был еще по дьяволу о жадности. Жадность может быть в чем угодно. Вот старайтесь пресекать ее в сторону. Или хитрости. Не нужно. Здесь нужно действовать без этого, чтобы у вас получилось. Вы выйдете на новый уровень. Это касается денег, бизнеса, финансов, ваших каких-то расчетов и предположений. Кстати, вы сейчас можете предполагать об одной профессии, а будет другая.
Здесь именно по-другому развяжутся ваши дороги. Что вы задумали уже или делаете. Это имеет место быть вообще в конце-то концов, да, какому-то успеху. Но имейте в виду, что вы не это будете делать, а что-то другое. Но этот путь, по которому вы сейчас идете, чем вы занимаетесь, вас выведет на что-то другое. Да, имеет место быть здесь карта «Мир». То есть у вас на что-то или откроются глаза, или будет, может быть, какое-то предложение, которое будет касаться вашей деятельности, но намного шире. Внезапно, быстро. Вы сами на это переключитесь. Так, смотрим дальше. Здесь могут быть резкие какие-то большие продажи, заказы, объекты, вот что-то такое. Вам не нужно здесь мельтешиться или сомневаться в чем-то, да, вам нужно действовать решительно. Здесь колесо фортуны выходит. Вот что касается именно деятельности, да, опять-таки здесь карта колесо фортуны указывает на ваш успех. Здесь не просто успех, да, здесь колоссальный успех. Я поставлю данные карты, чтобы вы могли загадать свое желание в своей деятельности, в своей работе, в своих финансах. Смотрите на данные карты и загадывайте свое желание. Именно в настоящем времени без частицы «не». И оно обязательно исполнится. И будет все двигаться в том направлении положительно для вас. Здесь будет очень много у вас энергии. Вот это, знаете, как мотивация. Первая продажа произошла, у меня уже мотивация. Сделать еще что-то. Вы будете очень сильно смотивированы этим. Давайте двигаться дальше. Что еще хотят сказать вам карты? Не стоит открывать всем душу, потому что здесь очень много какой-то подлости, обмана, хитрости. Кто-то есть конкретно в вашем окружении, кто уже целенаправленно пытается вас как-то обмануть, окрутить, охмурить. Нужно одержать контроль своим словам, что вы говорите особенно. Также имеет место быть, не уделяйте этому большого внимания, этому человеку и его словам. Как будто бы человек здесь несет уже какую-то цель обмануть вас. Пытается вот как-то запудрить вам голову. Человек хочет обмануть вас на деньги, на финансы. Человек видит какое-то ваше развитие, под своим углом видит вас денежной, перспективной. Имеет место быть каким-то его выгодам этого человека или ее выгодам. Поэтому будьте предельно осторожны в общении, особенно связанных с деньгами, покупками, что вы собираетесь купить или что вы уже приобрели. Это и есть момент того, что да, человек может в любой момент воспользоваться вами. Здесь еще дьявол выходит. Здесь человек ходит или очень много употребляет чего-то, причем много. Человек ходит под влиянием именно какого-то существа. Здесь может быть какая-то нехватка, да, и чего-то, ресурсов, денег, а может быть и выпивки, кто знает, да. И человек на все готов продать душу, да, ради того, чтобы получить. Здесь именно с помощью обмана, манипуляций, каких-то хитростей, кражи имеет место быть, воровства и так далее. Здесь, кстати, может быть воровство, кража. Не в значительных объемах, но неприятных. Вот так. Будьте аккуратны. Здесь может, кстати, кто-то подсиживать ваше рабочее место, чтобы вы оттуда ушли. Имеет место быть. Здесь меньше информации нужно говорить. Знаете, вот вы как-то еще дополнительно, человек думает, несете какую-то угрозу, или вы являетесь камнем, да, на который человек натыкается, мешаете ему на пути в чем-то. И вот он хочет одним выстрелом двух зайцев и получить от вас что-то, и убрать вас с дороги. Здесь все о деньгах, о работе, о деятельности какой-то.
Знаете, человек не хочет вашего счастья, не хочет ваших каких-то достижений, причем они где-то здесь проявляются, ваши достижения, навыки, удача. И вот человек не хочет, он смирился с тем, да, что вот он должен будет что-то сделать, совершить, потому что иначе пути нет назад. Вот хочется так сказать, да, у человека подписан договор с дьяволом, или все же человек намеренно пытается сквозь силу, через силу вот как-то идти ради добычи, какой-то добычи, через обман. Вы, Солнце. Вы, кстати, очень ярко где-то проецируете что-то. Ярко выглядите, да, и поэтому тянутся какие-то люди в вашу жизнь, именно почему-то слово сюда преступление идет, которые совершали преступления, которые, может быть, совершали какие-то такие вещи, на самом деле, как кражи, воровство, мошенники, да, люди, у которых постоянно какой-то хитрый план. Здесь будьте аккуратны. Здесь вы где-то ярчите, что-то показываете. Вам нужно начать хитрить с этими людьми. Именно хитрить. И вы знаете, здесь будет такая ситуация. Хотели обхитрить вас, а обхитрите вы. Кстати, недавно был какой-то расклад, прям вот пуля в пулю, да, вот так назовем, похоже. То, что я даже сейчас говорю, как дежавю какое-то. Карта даже выпадает похожим образом. Вам нужно включить свою хитрость. Скорее всего, да, здесь больше уйти в свой мир, в свои дела, в свою деятельность. Вы здесь будете руководить процессом, и вы скорее даже, вот знаете, кого-то поставите на место. Или прямо заявите что-то в лицо данному человеку, что не очень понравится. Но вы вот как будто бы вытащите правду наружу, обнародуете ее или поймаете за руку. Имеет место быть даже, да, вот уличите в чем-то и расскажете кому-то. Вот так вот. То есть вы скорее, вот человек шел к вам навстречу что-то сделать, и вы раз и моментально, сами того не понимая, как вы это сделали, хватаете его за руку. Да, вы скорее даже вот уже чувствуете, кто может быть этот человек, который пытается снести вам корону, да, или пытается сместить вас с места, или что-то у вас взять. Пользуется хитрый, как лиса. Может, это и женщина быть, скорее всего, женщина. Что еще вам нужно услышать? Вот люди со стороны хотят подпитаться вашей энергией, но эта энергия для них закрыта. Притом вы, знаете, именно здесь касается негативных людей. У вас есть определенная какая-то опора даже в своей внутренней силе, которой вы очень часто пользуетесь против таких людей или в каких-то небезопасных ситуациях, условиях. Вы пользуетесь своей внутренней силой, умеете сдерживать себя, умеете даже отказаться от того, что вам любо-дорого, легко. Да, вы вот как-то проявляете это или проявляете какой-то вот безинтерес к тому, что всем интересно, и тем самым вы выигрываете. Вы человек такой, который не уподобляется каким-то новинкам, трендам в плане того, что вы не идете как овца, как баран, да, за тем, что сейчас модно, что сейчас популярно, да, актуально. Вы стараетесь вот как-то всю эту ситуацию использовать в выгоду для себя.
Например, вот сейчас модно то-то, да, вы выставляете на прилавок своего магазина то-то, вот так вот. Но вы сама это никогда не оденете или этим не воспользуетесь, вам не интересно. Здесь человек, у которого вот есть какой-то внутренний стержень, свой вкус, например, и так далее, и вы этому следуете, что имеет место быть, потому что вы здесь тем самым не изменяете себе. Соответственно, вы и определенно как-то себя ведете, да, что вы ни под кого не подстраиваетесь, стараетесь именно держать, да, какую-то свою марку и так далее. Здесь за счет этого вы можете получить успех, вы можете добиться чего-то благодаря вот именно, я же и говорю, что у вас может быть какой-то свой бренд, своя фирма, да, вот что-то определенно такое свое, обособленное такое, может быть даже на самом деле это какая-то марка. Вас узнают по определенному логотипу, по определенной марке. Здесь может из-за этого развиться какая-то сеть. Потому что вы по характеристике такая индивидуальная, различаетесь от других, да, стараетесь вот не плыть по течению, куда плывут все. Потому что вы здесь четко отдаете отчет, что если уж куда-то ведут мировые, например, или стандарты, или да, тренды, то в любом случае на это есть у кого-то какой-то план. А вы стараетесь не соблюдать данных планов, я говорю, не вводить себя вот в это баранье или овечье стадо. Имейте свою индивидуальность, свой характер. Тем самым, да, вы куда-то вот на самом деле далеко пойдете или пробьетесь. Иногда где-то вы умеете лавировать, именно создавая вид, что вы как они, но иметь внутри себя свое мнение и соблюдать это. Соблюдать то, что внутри вас, а не то, куда кричит и зовет толпа. Так, дальше смотрим. Из-за этого, на самом деле, вы непрогибаемая. А мужчина вас какой-то очень сильно хочет по страстям, по желаниям своим. Вот я хочу и сейчас, да, вот как-то так. Вы не слушаете. У вас опять-таки своя какая-то индивидуальность, свои правила. И вы не хотите быть покорной этому человеку, да, вы не хотите, чтобы вами пользовались и так далее. Да? И именно включаете опять-таки свою марку или свою вот эту внутреннюю силу. Я не хочу. Кстати, здесь человек вас видит даже в какой-то степени неудобной, вредной женщиной. Та, которая не идет вот на его сюсю или на подарки, или вообще на что-то. Да? Та, которая имеет свою точку зрения. И тем самым, чем больше вы отпираетесь, тем больше, да, его это или возбуждает, или тянет вот к вам. Он вот как банный лист. У него вот есть какая-то мечта по отношению к вам, да, или завоевать вас, или вот хочется, так сказать, увалить вас по жезлу в постель, да, и что-то поделать. Ну вот видит, что вы ставите жесткие какие-то границы. Умеете сказать вовремя «нет». Да, вы такая эгоистку включаете в его глазах. Любит она себя очень сильно. У нее завышенные требования и так далее. Вот к таким, да. Вот когда включаются именно такие мужчины в вашем пространстве со своими только желаниями, а не с вашими, да, которым не интересны ваши желания, им интересны только свои. Вот вы включаете такую женщину и правильно делаете. Вы не поддаетесь ни на какие уловки ради того, чтобы кому-то было хорошо. Да, вы не слуга, и вы не будете, и не тряпка, да. Не будете вы перед кем-то лебезить. Вы такая, у вас свои правила, я говорю. Вы выставляете счет, вы выставляете свои вот коготочки, клыки. Показываете свой характер и не стыдитесь этого. Имеет место быть тому, что даже тем самым вы выбираете для себя лучшее.
да, имеет место быть тому, что тем самым вы отсеиваете ненужных, и правильно делаете. Не летайте где-то в иллюзиях, вы отстригаете эти иллюзии, да, что мне понравился, розовые очки и даже вообще какие-то представления, вот просто отсекаете. Вам надо по делу, по факту, по важности. Да, если я так важна, да, ты для меня что-то делай, а не маши своим вот этим вот змеем. Вот как-то так. Мне это не интересно, я уже в это наигралась. Хватит, довольно. Знаете, вот здесь такое чувство, что вы можете чувствовать, что все такие, и не иметь именно представления, что существуют нормальные, адекватные мужчины. У вас вот как будто бы сломалось вообще представление о настоящем мужчине, что их просто не существует. Старайтесь действовать в одиночку. По крайней мере, здесь уже кто-то разбил вам сердце, делал вам больно, да, через это вы уже прошли. Поэтому у вас и клыки, и ногти, когти. Может быть, даже вы в какой-то степени являетесь небезопасной. Особенно морально. Да, вы очень такая женщина, которая морально может вот просто прибить словом и так далее. Вы очень мудрая, вы знаете вовремя, где чего сказать, и правильно делаете. Здесь, кстати, не оступайтесь от таких, да, именно эгоистов, так назовем. Не нужно брать их близко к сердцу, потому что будет больно. Не нужно здесь именно ввязываться в отношения с такими людьми. Вы это и сами прекрасно понимаете. Иногда бывает, вот что-то вас тянет, да, или на самом деле к вашу жизнь притягивались вот такие вот, которые сосали с вас кровь. Вы здесь пережили, переработали вообще свое отношение к мужчинам, да и в принципе как-то вы не опираетесь, что мне нужен мужчина. Вы опираетесь скорее, а смогу ли я что-то сделать, вот так, как сама уже как мужик. Но остаетесь при том женщиной. Вот самое интересное, да, бывает, женщины и в физическом теле превращаются в мужчину, когда внутри них мужчина, они, соответственно, начинают вот как-то одеваться, штаны, брюки, да, вот что-то такое мужское, широкое, да, вести себя определенно как-то. Или это может быть на теле проявление каких-то черт лица, да, вот что-то такое мускулистое, такое вот как у мужчины, который ходит в спортзал, вот как-то так. Вы же остаетесь внешней женщиной, но вы умеете, да, ваша сила проявляется в вашем характере. Манера речи, разговора. Знаете, здесь вот сразу такое идет сюда. Когда женщина начинает зарабатывать деньги, чувствовать независимость, что она сможет за все заплатить, ей вообще становится неинтересно с мужчиной. Она смотрит на них сверху вниз. И она понимает, что ей он не нужен вообще. Она выше этого. Или же, да, если для себя и выбирает кого-то, то настолько отборно, что очень сложно попасть в этот список. Здесь вот такой вот проходит. Когда женщина чувствует, что она не может с чем-то справиться, она только поэтому в лице мужчины ищет защиту. Но опять-таки, говорю, когда такая дама встанет на ноги, умеет себя обеспечить и что-то себе дать, она уже не нуждается вообще в мужчине. Она хочет жить для себя. Без всякого гундежа, без всякого вот этого нытья и прочего, да. Здесь вот такая вот личность. Я личность. Вы, кстати, так и можете говорить. Я самая великая. Я личность. Ну, знаете, вот у вас жизнь сейчас именно, обращая внимание на ваш характер, как вы поменялись, да, вы сами того не понимая, отводите в сторону именно каких-то, так назовем словом, неудачников, лузеров, абьюзеров. Вы прям их видите насквозь, как сканер, да, маменькин сыночек, сопляк и так далее. Слабый или недоношенный, вот что-то в таком духе.
Вы отсекаете, уходите, просто молча уходите. Вы смотрите, знаете, в первую очередь на то, где вам хорошо, с кем вам хорошо и как вам хорошо. Далеко, в свои дела, да, куда-то вдаль смотрите, но не на них. Старайтесь вот как-то держать фокус на себе. Концентрируйтесь на себе, на своих делах. Деловая вы. Важная персона. Ни о чем не думай, просто слушай. Вот чем больше вы уходите, тем больше за вами бегают. Чем больше вы не отвечаете, игнорируете, тем больше вас любят, вас хотят добиваться. Хотят, кстати, знаете, тем самым добиться вас и снести вам корону. Да, поставить вас у плиты, вари кушать. Вот как-то так. Но здесь не получится. Здесь уже вашу психику уже не проломить. Здесь у вас кожа толстая, как у носорога стала. На самом деле здесь могли быть какие-то... Знаете, такое чувство, как будто бы какое-то сообщество или какие-то женщины, женская энергия, да, вам помогает именно продвигаться в жизни, добиваться каких-то результатов. Здесь могли быть женщины по вашему стилю образа жизни, по таким же отношениям, как были у вас. Вот неважно, знакомы вы с этими женщинами или видели их, может быть, через интернет, слышали какие-то истории, но это помогло вам выбраться наверх. Здесь человек, кстати, мог заниматься каким-то саморазвитием, то есть вы тем самым, да, вылезли на какой-то другой, совершенно другой уровень. Вы слушали именно ту самую информацию, важную информацию, касается вас, вашей жизни, или вот в настоящем времени вас тревожила какая-то проблема, и вы вовремя приходили на нужную информацию. Тем самым вы не просто смотрели в книгу и видели там фигу, вы подчеркивали и воплощали это в жизнь, да, возможно, практиковались как-то, может быть, проводили какие-то с собой тренинги, также тестировали себя на что-то, да, и ставили эксперименты. Тем самым вы вот стали вот тем носорогом, да, или с такой кожей, как у носорога, твердолобой в какой-то степени. Очень, знаете, вас сложно провести на вот это вот. Вам кажется уже, если с вами кто-то знакомится, мужчина, да, вот вы смотрите на него как учитель на ученика. Вы уже понимаете, видите, опять говорю, насквозь, что от вас хотят, да, и видите какие-то несовершенства в человеке именно по уму, по складу ума, да, именно какие-то слабости и так далее, что человек не дотягивает. В основном всех мужчин вы рассматриваете как не дотягивает. Поэтому вы цените себя, вы вообще для себя сама ценность, любите себя, и тем самым, знаете, ваша и самооценка растет и укрепляется. И когда вы находитесь в обществе мужчин, вы, знаете, среди остальных женщин затмеваете других женщин. Являетесь такой важной, обособленной, вот какой-то крутой такой, мощной. С вами очень сложно соревноваться слабакам. И они быстро от вас отпадают. У вас, кстати, в обществе очень много мужчин идут разговоры. О вас говорят о том, что вы какая-то храбрая, сильная, самодостаточная, денежная, перспективная, да. И притом здесь женщина, императрица, у которой вообще сложно что-то предложить, подкупить ее как-то, обмануть ее в чем-то, да, она раскусит на раз-два, как орешек. И вы на самом деле очень яркая и заметная в обществе, особенно вот этой внутренней вашей силой, харизмой, может быть, тоже имеет место быть, юмором, что вы ничего не боитесь, вы такая, вот как-то даже защита у вас внутренняя, не только вот эта вот сила пробивная, да, но и такая, улыбаетесь, даже вот все переводите в какой-то юмор, смех, положительные какие-то эмоции, тем самым очень сложно, да,
на вас как-то повлиять, повоздействовать на вас, потому что вы не то, что даже яркая, заметная, а вы еще и умеете, у вас есть талант, да, вот как-то задобрить или, да ладно, и улыбнуться, и пойти вот этим. Вас ничем не раздавишь. Вы не хмурая, да. Бывает, люди хмурятся, ага, я ее задела, вот так ей, а человеку внутри больно. А нет, вы же вот как-то, знаете, именно... Вот или с пофигизмом неким, да, или вот с какой-то такой детской, ну так назовем, придурчивостью в хорошем смысле, да, вот как-то попридуриваться, подшутить, как-то перевести. Здесь присутствует карта Иерофант и Солнце. Вот то, что принадлежит человеку с его детства, вот есть правда. То, что когда человек начинает себя проявлять как «я же взрослая», да, теперь надо по-взрослому, вести себя по-взрослому, он тем самым наращивает вокруг себя такую толстую корку, да, и твердую корку. У детей же психика какая? Более размягченная, такая легкая, позитивная, ни на что они вот не обращают внимания, да, вот такое вот в некой степени есть в вас то, что заложено природой, детством. Да, может кто-то на вас говорить, у тебя что еще там в заднице детства играет, или ты как ребенок, или ты как маленькая девочка. А вот оставайтесь такой, потому что детство продлевает жизнь. Соответственно, детство равно молодость. Оно и продлевает жизнь. Вы можете выглядеть молодо. Кстати, могут говорить даже на слуху или внутри, да, компании каких-то людей, мужчин, что вы очень молодо выглядите, не по своим годам. Или вам столько не дашь. Вам дают намного меньше. Также здесь, когда в человеке очень много позитива, он, как правило, продлевает свою жизнь и намного позже старится. Имеет место быть здесь по Иерофанту, вот прям Иерофант это как учитель, коуч, да, свыше, вам подсказывает именно оставаться вот такой вот в какой-то степени наивный, да, вот верить в чудеса, в Дед Мороза, в сказки и так далее. Но это так, аббревиатурно я сказала, тут имеет место быть, что старайтесь поддерживать внутри себя вот этого ребенка, баловать его, играться с ним, на самом деле вовлекаться и радоваться тому, что является... Этому радуются только дети, да, а я вот сосредоточена на что-то крупное и масштабное. Понимаете, вот кто сосредоточен на что-то крупное, масштабное и так далее сразу же, или во взрослый век, во взрослый возраст, то, как правило, часто люди не добиваются того, чего они хотят, да, и потом разбиваются их мечты. Соответственно, происходит огорчение, после огорчения стресс, наказание себя, да какая я такая-сякая, а уже поздно. Время-то шло, а нужно было взаимодействовать именно было с собой, как с ребенком, или вести себя как ребенок, да, на такой легкости, на таком лайте, не напрягаться. Вообще взрослый возраст – это напряжение. Напряжение – это болезни. Это одно вытекает из другого. Многие этого не поймут и пытаются быстрее на себя уже одеть косынку, да, вот выглядеть как бабка. Нет. Старайтесь и в том возрасте, даже когда вам и 60, и 70, быть ребенком. Да, можно и покапризничать. А женщине это свойственно. И для женщины это норма быть капризной. Почему нет? Вот так вот. Не хочу. Вот сейчас хотела, а через 5 минут не хочу. Передумала. Не специально, да, а вот как чувствуете. У вас на работе есть человек, который вот как-то негативно влияет на вашу деятельность, да, или в рабочем процессе, или, в принципе, коллектив это может быть, вот как-то негативно влияет. Здесь проходит зависть, здесь происходит то, что вот что не возьмись вы, или, да, покажете свою деятельность, или вы оденете красивое платьишко. Вот во всем зависть.
И что вы не сделаете, все плохо, да, или человек обосрет обязательно, или вот как-то начнет докапываться до вас, там, что вот здесь, конечно, все хорошо, но вот, да, пуговичка не та, не подходит. Вот знаете, у человека именно такое, я вам так скажу, острый акцент на вас, неровно дышит именно негативного характера, потому что у самого здесь внутри что-то блудит, гуляет. Да? Здесь могут быть какие-то даже пошлые мысли, грязные мысли, негативные мысли. Здесь вот какая-то грязь в нем есть, и она всплывает наружу таким образом. Да, в ком-то видеть какие-то ошибки, исправлять, пытаться их и так далее. Корректировать чью-то жизнь, влазить в чью-то жизнь. Вот этот человек на данный момент пытается вот именно влезть и испортить, потому что у самого все внутри гнило и пусто. Имейте в виду, да, что для вас не несет выгоды или для вас не несет пользы данный человек, а только вредит. И такое чувство, как будто бы вы можете вестись на какие-то провокации, чего вообще не следует делать, потому что здесь попахивает вампиром. И когда ты поддаешься вампиру, когда вампир выводит тебя, и ты поддаешься его провокации, соответственно, он высасывает тем самым энергию. У вас не получается в жизни, у вас все стопорится, или у вас чувствуете бессилие, встать не могу, ходить не могу, проснуться не могу, дела не идут, все останавливается, да, руки не тянутся и так далее. Вот это и есть высос энергии, бессилие. И вот такое чувство, что как будто бы часто, очень часто, да, человек на вас влияет. Давайте эту карту опять закроем. Закроем. Вот видите, у меня даже сигнал идет. Сигнал тын-тын-тын. Да, это машина, но все же вы же не видите эту машину, правильно? Для вас уже подаются здесь сигналы. Будьте осторожны, потому что здесь вот, смотрите, одни пентакли выходят. Здесь вот посягательство на ваше что-то материальное, да, или зависть к вашему материальному. Здесь на самом деле у человека возникает желание именно такое, да, вот как-то вас в чем-то остановить вообще ваш какой-то поток, процесс и так далее. Денежный поток, рабочий процесс. Да, здесь показывают даму мечевую. Отрезайте данные отношения или связь. Здесь даже, может быть, вступаете в контакт с данным человеком. Не давайте данному человеку какие-то свои личные вещи, даже ручку элементарно. Если попросят, да, скажите, не пишет, мне самой нужна. Тут любым способом отсекайте, потому что человек почему-то чувствует, что на вас можно или с вами можно. Да, может быть, вы подаете какие-то сигналы или вы чем-то подкармливаете человека. Вам нужно это уже пресекать, отрезать, стараться уходить. Стараться уходить от данного человека. Да, человек будет злиться, ненавидеть вас, а вы обережены. У кого-то здесь оберег, у кого-то чистка. Да, кто-то чистится, оберегает себя как-то, молится, обращается к высшим силам. Вас это оберегает, вас это хранит. Я в описании оставила чистку по «Отче наш». Спуститесь вниз в описании, вот прям там вы найдете чистку по «Отче наш» в нашем телеграм-канале, в закрепленных сообщениях. Хотя бы раз в месяц, раз в 3 месяца чиститесь. А насчет свечи пишут, если у меня нет восковой свечи. У меня тоже была такая проблема с восковыми свечами, что мне пришлось потом аж через другой континент заказывать именно церковные восковые свечи. У кого нету церковных восковых свечей, вы можете воспользоваться или восковой свечой, или хотя бы белой свечой. Но желательно восковой. А самое лучшее – это церковной восковой свечой. Бывает, кстати, в церквях продают не восковые. Желательно восковую, церковную. Продолжаем дальше. Невыясненность. Но скоро это разрешится, невыясненность. Вы чувствуете, вы подозреваете что-то на сегодняшний день, что что-то не так.
Скоро будет ответ, придет такая ясность, все разрешится. И вам самое главное опять не грузить голову повешенной заранее, да, здесь кто-то уже загружает себя в чем-то. Вы смотрите на что-то негативное, загружаете голову этим. Здесь скоро ситуация разрешится, здесь будет прояснение, будет ясность, ответ, вот в таком смысле. Все вернется на круги своя. Я больше переживала, больше об этом думала. Может касаться документов каких-то, официальных известий, каких-то ваших контактов, конфликтов, спорных ситуаций. Меньше думайте, будете крепче спать. Правда, да? Во-вторых, здесь нежелательно по ночам о чем-то негативном думать. Ночь – это то пространство, когда должно все успокоиться, ради того, чтобы начался новый день спокойно и хорошо. То есть, засыпая, даже если нету чего-то положительного, думайте о положительном. Представляйте себя в этом, визуализируйте. Будь это красивый дом, роскошный дом, что это ваш дом, если вы мечтаете. Если это касается финансов и денег, представляйте эти деньги, что они валятся к вам, да, и вы зарабатываете, у вас получается, у вас есть какая-то деятельность там своя, или у вас рядом любимый человек с вами, представляете, и это воплотится в жизнь. Ночное время – это время, когда загадываешь желание, а потом через какое-то время оно сбывается. Поэтому я очень часто говорю, прибегайте к аффирмациям именно утром и вечером, но особенно вечером. Или во время движения, когда вы ходите, делаете какие-то действия, там, я не знаю, через мясорубку прокручиваете мясо, да, когда ваше тело производит какие-то действия. В этот момент очень хорошо проговаривать какие-то аффирмации. Аффирмация, я иногда, бывает, выпускаю короткие видео, шортс, вы можете тоже видеть. Здесь скоро все уйдет, все растает. Здесь, кстати, обнулится какая-то ситуация, выйдет на новый уровень. Но опять-таки, то, о чем вы думали в какой-то степени, здесь есть маленькая доля правды. Но опять-таки, это не стоит того, чтобы о ней так переживать. Да? Эта ситуация прояснится. Второе, я бы сказала, скоро не за горами то, что вы загадывали, но вы о чем-то думали, да, в прошлом, вы чего-то хотели, это может касаться или материального, или вот какого-то высокого статуса, высокого положения, или чего-то крупного. Оно обязательно сбудется через перемены. К вам идут перемены, которые вы же сами когда-то притянули. Может быть, опять-таки, как я сейчас говорю, вы произносили какие-то аффирмации, но эти аффирмации сработали. Эти аффирмации запущены в процесс. Процесс идет. И вот сейчас, да, идут именно такие перемены, они могут быть посмертие, да, и императору, еще вот данная карта, суд разного характера. Здесь может быть даже негативная ситуация случиться, которая повлияет на положительные процессы в вашей жизни. Не случись бы она, ничего бы не тронулось с места. Да, у кого-то может быть положительная ситуация, у кого-то может быть даже ситуации, связанные вот именно с каким-то протестом. Нет. Хотя я раньше бы никогда такого не сказала. Хотя я привыкла прислуживать, хотя я привыкла молчать в тряпочку. Но здесь я скажу громко и при всех нет. Вот что-то меня натолкнуло. Здесь через вас могут проходить именно высшие силы и объявлять о чем-то, говорить о чем-то, действовать вашими руками. Вы даже будете сами в шоке, ошеломлены от себя, от того, что как я это сделала? Я же всегда была тихоней, а тут я спела, да, на сцене при всех. Или я всегда молчала в тряпочку, а тут я высказалась. Или я никогда бы не пошла на это, но я пошла на это. Я всегда этого боялась, но я... Да, здесь какие-то именно действия, которые бы вы не совершили в жизни, но вы их совершили. И такое чувство у вас будет, что как будто бы кто-то вашими руками сделал это. Но это были не вы. Понимаете? Знаете, что будет сигналом именно воплощения вашей мечты? Здесь в один момент вы ночью ляжете спать, вроде как закрыла глаза, уснула, проснулась, но такое чувство, как будто бы я не спала. Это вот один определенно будет такой день,
один. Когда это послужит сигналом того, что вот-вот скоро твоя мечта, то, о чем ты думала, исполнится. По крайней мере, это уже будет подсказкой, что все идет в правильном направлении, к твоей мечте. Здесь идут даже такие перемены, что раньше бы вы никогда не думали, что вы перестанете с этим человеком общаться. А тут моментально вы перестаете с кем-то общаться. Да, этот человек даже сам скажет: все, давай, закроет дверь. Вам не нужно, самое главное, опять-таки, падать в отчаяние, плакать, переживать об этом. Вы должны четко понимать, к чему это все двигается. Это же к лучшему. Да, это что-то я сейчас такое получу в своей жизни. Если уж такое, да. А часто же мы что начинаем делать, не понимая этого, да, всего? Злиться, плакать, нервничать, переживать, спиваться, скуриваться, еще чего-то. Гадости какие-то себе делать. Натягивать вот именно струну побольнее, да, сыпать соль на рану себе. Вы должны именно быть, вот, как я говорю, предупрежден, значит вооружен. Спокойный, как удав. Просто спокойно. И вот знаете, очень часто произносите вслух такую данную фразу, как: все, что не делается, все делается к лучшему. Или к наилучшему. Солнышко, звезда. Для вас будет, знаете, вот мир открыт, вы открыты этому миру. Здесь на самом деле доброта, улыбка, да, вот такие моменты могут вас спасти или отвести вас от беды, могут помочь вам в реализации каких-то ваших планов, ваших мечт. Вот именно реализовать в жизнь то, о чем только вот вам мечталось, но вы не могли поверить, что это случится. Здесь есть люди, которые очень тяжело во что-то верят, что говорят. И с этим сложно, и оно никогда не сбывается. А здесь нужно именно верить. Да, вы вот каким-то краем уха или каким-то нейроном все же понимали, что все в жизни осуществимо, и даже сказка. И так оно и будет, да, здесь что-то сбудется. Здесь, кстати, показывают еще знак того, что кто-то очень сильно заболел. Придет новость, что подруга может позвонить, знакомая, родственники, что очень кто-то тяжело себя чувствует. Или уходит из жизни, или ушел из жизни. Это будет первым сигналом, что у вас в жизни что-то поменяется. Притом, знаете, это так быстро одно за другое. Вам сказали об этом, и буквально на следующий день, на следующую неделю в вашей жизни происходят какие-то коллаборации, телодвижения, да, изменения, перемены. Здесь идут, я бы сказала, даже приятные перемены, которые вас очень сильно порадуют. И знаете, я вам так скажу еще по карте Солнце-Звезда, трансформация ваши, будут перемены проходить мягко. Я и говорю, что бывает так, что хватает за сердце. Ты понимаешь, что это все плохо, но потом хорошо. А здесь вот именно мягко. Не будет хватать вас за сердце. Да, будут происходить какие-то мелкие, показные или неприятные, может быть, у кого-то, опять-таки, частично ситуации. Но это будет как-то так, что на следующий день я забыла об этом. А у кого-то вообще, да, все гладко и ровно. Вот, кстати, когда происходит трансформация, когда ломает, это в первую очередь говорит о том, что ты чего-то недопонимаешь. Мы должны тебя сломать. Вот если мы тебя не сломаем, до тебя снова не дойдет. У кого-то через боль, через чей-то уход, через смерть, через расставание, разводы и так далее происходит трансформация. Только тогда человек что-то осознает. И только понимает потом, что все, что не делается, все же делается к лучшему. Но здесь даже дело не просто о деньгах, да, о каком-то богатстве, о чуде с богатством.
внезапно, в одночасье, да, моя жизнь поменялась. Это вот как так? Здесь бывает мечта, связанная с чем-то материальным. Или, да, это может быть очень перспективная деятельность, очень перспективная работа. Здесь вы получаете то, что дорогого стоит, имеет место быть. Это может касаться тоже чувств, эмоций. Здесь какая-то вот благодать спускается на вас после чего-то разрушительного или неприятного. Не бойтесь никогда перемен, переездов. Понимаете, что значит это так должно быть, значит это к чему-то лучшему. Да? И часто произносите: все, что не делается, все делается к лучшему. И на самом деле оно изумительно, да, работает, просто перфектно работает. Самое главное — верить. Здесь, кстати, в вашу жизнь ворвутся новости, связанные с чьим-то приездом, или новости с поступлением чего-то крупного, опять-таки важного, или это касается родственников, близких людей. Также здесь, может быть, ворвется в вашу жизнь и чувство. Нет, здесь все связано о деньгах, о финансах, о вашем самодостаточности. То, о чем вы очень долго думали, переживали, плакали, то, чего не хватало. А вот знаете, кстати, вы можете себе написать, вот если это касается материального, чек. Сами себе. Или сами его нарисовать, чек. Или вот скоро я выложу в телеграм-канале чек. Вы можете его распечатать, данный чек. И вот написать именно ту сумму, о которой вы мечтаете. Это может быть, да, какая-то изоблачная сумма, почему нет. Не стыдитесь, да, завышать какие-то свои требования в жизни. Чем больше вы их завышаете, тем больше вас ценят. Это вот так же, как чем больше вы себя любите, тем больше любят вас. Да, вот я не хочу такую зарплату, и вот я хочу, чтобы у меня было 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч, 300. А скажут: а что это так много? Но у меня вот такой мой час, настолько он мне дорог. Цените себя. Вот это и есть любовь к себе, любить себя. Да, никогда не бойтесь высказаться о чем-то, а чтобы другие могут у виска повертеть, но это только они вертят, понимаете? А у вас требования такие в жизни. И чем больше вы цените себя, свой труд, свое время, свой час, тем больше уважают вас вокруг. Да, у меня такие расценки. Здесь даже, да, вот вы сидели в чем-то, но вы никогда не подозревали о том, что когда-то у меня появится что-то крупное, да, или что я стану таким человеком, или что я до неузнаваемости, да, изменюсь в лучшую сторону или стану, да, лучшей версией себя. Не верили вы. Вы, кстати, отдавали предпочтение кому-то, но не себе. Вы проживали чью-то жизнь, но не свою. Да, вот здесь на это акцент. Как будто бы вы не ценили себя. А в одночасье, да, вот как-то все обнулили. Обнулили. Из-за боли. Из-за того, что вам причиняли боль. Не будь той боли, опять-таки, да, не стали бы вы кем-то. Не разглядели бы в себе себя. Вот так хочется сказать. Да, здесь человек, кстати, на самом деле прожил свою жизнь нелегко. Здесь были воткнуты ножи, особенно это касается отношений. Да, здесь может касаться даже и не только любовных отношений, но и межличностных каких-то отношений. Здесь у вас выработался определенный, я говорю, характеристик, стержень, который вот помогает двигаться вам сейчас и добиваться чего-то. Здесь женщина, которая не перестает расти. Да, она вот чем-то заинтересовывается постоянно. Поняли что-то, разобрались в чем-то, идем дальше. Так, что мне еще нужно знать в этой жизни? Ага, как делать это, как делать то. Или, да, навыки это может быть, или деятельность, в принципе. Вы во всем вовлечены, и вы во всем активны. Тем самым вы растете. Тот человек, который сидит, как говорится, под лежачий камень вода не течет. Да, он ничего, соответственно, и не получает. Здесь, кстати, человек может стремиться к знаниям через боль. Вам сделали больно, да, вы стали чему-то обучаться. Или, по крайней мере, вы работаете над собой, проясняете для себя какие-то уроки, выводите для себя важные итоги и действуете. Действуете, вот говорю, не сидите.
и правильно делаете. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.